Сегодня, дорогие братья, мы говорим о сокровищницах Всевышнего Аллаха. Мы сегодня говорим о том, что власть Аллаха безгранична. Имущество Аллаха безгранично. И сегодня Аллах дает нам пример. В хадисе мы вспомнили хадис, где пророк, саллаллаху алейхи вассалям, передал нам слова Всевышнего Аллаха. Представьте себе море, океан. Кто в жизни видел море, оно на самом деле кажется бескрайнее. Так? И вот возьмите маленькую иголку и погрузите эту иголку в этот океан, в это бескрайнее море, и вытащите. Конечно, сколько-то воды выйдет на поверхности, найдем мы, оно будет влажным, оно будет мокрым, иголка. Но вот Аллах говорит, от того, что иголка забрала какую-то часть моря, от этого моря меньше не станет. И от того, что Аллах даст всем людям и джиннам все, что они хотят, от этого имущество Аллаха не убавится. И вот вопрос, почему все дорожает? Последние месяцы мы все время задаем себе вопрос, почему за полгода цена металла подросла аж на 300-400%. Ведь за пределами Земли ни 1 килограмм металла не ушел никуда. Все здесь. Ангел Джибрииль не спустился с небес и не забрал все железо у наших железных магнатов. Да? Все тут же. Ни $1 не ушел, ни 1 евро не покинуло за пределами тропосферы. Все здесь, все на месте. Но почему все дорожает? Что случилось? Может быть, какая-то катастрофа произошла? Нет никакой катастрофы. В новостях нам бы сказали бы. Может быть, какое-то страшное землетрясение? Да не было никакого землетрясения. Может быть, война? Нет войны. А почему в 4 раза металл подорожал? Да, кто-то говорит, да вот там магнаты собрались и решили, что в 4 раза больше. Нам все время говорили, так вот доллар поднимается, поэтому все дорожает. Так доллар тоже на месте стоит, терпит еще. Да? А что случилось? Вот Аллах избавил нас, лишает нас бараката. Да даже деньги те же, зарплаты те же, выручка та же, но на те же деньги в кармане мы идем на рынок, но нам дают в 4 раза меньше. Вот то, чем мы владели, оно у нас есть, а бараката в 4 раза меньше. 4 раза меньше. Поэтому, когда группа людей подошла к одному из ученых и пожаловалась на повышение цен, что он сказал? Он им сказал, а вы понижайте цены посредством ваших искренних покаяний. Делайте таубе. Грешите меньше. И тогда Аллах, а не какие-то там магнаты. Кто собрал магнатов? Кто дал им такую возможность повысить цены? Аллах. Мы знаем, что Он над всякой вещью может. Ля хауля ва ля куввата илля билля. Ва ма ташауна илля ан яша Аллах. Поэтому, дорогие братья, мы должны вернуться к Аллаху. И мы должны каяться перед Аллахом. И то, что Аллах нам предписал, предопределил, мы все равно получим. Что сказал один из праведных предшественников? Он сказал, когда он увидел повышение цен это всегда было. Всегда люди боялись этого. Всегда люди это обсуждали. И сегодня мы это обсуждаем. Да? И когда один из праведных предшественников услышал, как люди жалуются, обсуждают повышение цен, он сказал, клянусь Аллахом, даже если 1 зернышко пшеницы будет стоить в 1 динар, Аллах все равно даст мне то, что Он мне предопределил. И я не покину эту землю, пока не возьму вот это, даже за динар. Если 1 зернышко, если за динар, за 1 золотую монету, то, что Аллах мне предопределил, я все равно возьму и только потом уйду. Поэтому, дорогие братья, мы уверовали в Аллаха. И вся власть принадлежит единому Аллаху. И то, что Аллах лишает бараката того, в том, что мы имеем,
Здесь в первую очередь мы должны спросить себя. Я сейчас никого, я не хочу кого-то защищать, я не политик. Я не политик. Я говорю как имам. Но наши грехи лишают нас баракета нашей жизни. А имущество Аллаха, дорогие братья, у Аллаха железа меньше не стало, не переживайте. У него все, и древесины хватает, все у него есть.